Праздник со слезами на глазах. По всей стране и далеко за ее пределами наши сограждане с размахом отметили День Победы. Даже несмотря на угрозы Запада и киевского режима, благодарные потомки героев Великой Отечественной войны отдали дань памяти фронтовикам во всех городах и населенных пунктах России. В Уфе главные торжества состоялись на площади перед Горсоветом. Посмотреть парад приехали тысячи людей, а почетными гостями мероприятия стали ветераны и дети войны, жители блокадного Ленинграда, герои России и участники специальной военной операции. С праздником всех собравшихся с трибуны поздравил глава Башкортостана. Самые яркие моменты в репортаже нашего корреспондента Азата Садреева. Торжественные мероприятия, посвященные 80-летию победы в Великой Отечественной войне, начались с возложения цветов к военным мемориалам и обелискам. Глава Башкортостана вместе с горожанами, ветеранами и участниками СВО почтили память героев в Парке Победы, возложив венок к вечному огню. В цветах 9 мая утопал и памятник защитников Отечества и генерала Минигали Шаймуратова на Советской площади, после чего на проспекте Октября стартовал военный парад. На площади государственный флаг Российской Федерации. Под музыку песни «Священная война», написанной еще в годы Великой Отечественной, знаменная группа появляется перед трибунами. Флаги в руках лучших кадетов республики, которые месяцами доводили каждый свой шаг до идеала. Товарищ полковник, войска Уфимского гарнизона для парада во знаменование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне построены. Командующий парадом полковник Латыпов. Парад принял военный комиссар Башкортостана, начальник Уфимского территориального гарнизона Михаил Блажевич. Полковник лично поприветствовал каждый расчет. Поздравляю вас с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! Ура! С трибуны за парадом Победы следили почетные гости. Ветераны Великой Отечественной и дети войны, герои России, участники спецоперации. С праздником всех собравшихся поздравил глава Башкортостана. Поздравляю вас со знаменательной датой, 80-летием Великой Победы. 9 мая 1945 года – это символ беспримерного подвига нашего народа, его единства, мужества и стойкости. Мы отдаем сегодня земной поклон уважаемым ветеранам. Ваши ратные подвиги на фронте, доблестный труд в тылу, достойный пример для нас и будущих поколений. Мы помним всех героев, отдавших жизнь за наше Отечество. Склоняем головы перед их бессмертным подвигом. Строевым шагом по площади имени Ленина прошел 31 парадный расчет. Военнослужащие Уфимского гарнизона, сотрудники учреждений силовых структур, расположенных в Уфе, ветераны боевых действий и военной службы, курсанты и кадеты учебных заведений. Впервые в торжественном прохождении приняли участие парадные расчеты полицейских и шаймуратовских классов, казаков и ветеранов ВДВ, которые удивили зрителей, выпустив белых голубей, символ победы. Со знаменем мотострелкового полка «Башкортостан» промаршировали участники спецоперации, отдав честь ветеранам Великой Отечественной, многим из которых уже за 100 лет. Но в памяти до сих пор свежи воспоминания. В 1943 году в конце августа форсировали Днепр, юго-восточнее города Кременчуга, севернее Днепропетровска. Но до форсирования Днепра мы брали еще город Харьков. Вот сейчас там за Харьков бои идут, пока еще не могут взять. Ну, возьмут. Какой ценой далась победа и за счет чего удалось разбить врага, даже спустя 80 лет помнят дети войны. За счет любви к своей родине. Любили свою родину. В то время правительство было, Сталин был, шли в бой за родину, за Сталина. Все. Старались никто не отступать, любой ценой одержать победу. Мир достался нам очень тяжелыми утратами.
Этот праздник надо помнить. Если бы мы не победили, этого праздника бы не было. И нас бы не было, да? Кульминацией парада стал проезд военной техники, которую по традиции возглавил танк Победы Т-34. Зрители также увидели легендарную «Катюшу», полуторку, а в небе пролетел боевой самолет, на котором в годы войны летали пилоты женского авиационного бомбардировочного полка. Фашисты прозвали их «ночными ведьмами». Современная бронетехника, в том числе участвующая в СВО, была представлена Уфимским гарнизоном. 9 мая погода тоже преподнесла свой подарок жителям Уфы. Вот уж действительно День Победы не только великий, но и светлый праздник. Буквально за несколько минут до начала военного парада здесь распогодилось, тучи развеялись, и зрители смогли наблюдать за этим прекрасным действием уже в комфортных условиях под ярким весенним солнышком. Аккурат после завершения Уфимского шествия самый главный парад прошел в Москве. Уже не первый год по Красной площади в строю идут и башкирские военнослужащие, участники спецоперации, отличившиеся на поле боя. В частности, по брусчатке на своих Т-90М «Прорыв» проехали добровольцы из танкового батальона имени Сергея Зорина мотострелкового полка «Башкортостан». С трибуны вместе с президентом за происходящим наблюдали и 2 приглашенных башкирских ветерана. Чертковского 6-орденоносного танкового полка возглавляет парадный расчет. А в Уфе жители и гости столицы смогли увидеть и трофейную натовскую технику. Выставку организовало Министерство обороны России. Эти Брэдли, Хаммеры и другие бронемашины уже деактивированы и больше никогда не смогут причинить людям вреда. Мы прививаем любовь к детям, к победе вообще, к памяти предков, чтобы они знали, понимали, гордились своей страной, своими защитниками, чтобы знали историю, это очень важно. И с этим трудно не согласиться. У поколения, которое помнит свою историю, обязательно будет и светлое будущее. Азат Садриев, Алия Эльтубаева, Азат Ишбулатов, Руслан Галямов. Итоги недели.